начнем наш рассказ издалека, причем в прямом смысле этого слова. Мы с вами сейчас находимся в городе Актаныш, Республики Татарстан. Это практически самая восточная точка на карте республики. И вот многим кажется, что если отъехать от Казани на 350 или 360 километров, то можно отъехать от Казани и на 350-360 лет, как минимум в плане медицины. Но это, конечно, совсем не так. Собственно говоря, наша главная мысль, которую мы выскажем в самом начале, несмотря на то, что начали вот так издалека, она в том и состоит, что неважно, на сколько километров вы уезжаете от Казани, на 350 ли, на 350 ли тысяч километров, это совершенно не важно, потому что вот этот самый мостик, этот виртуальный мостик, который связывает Актаныш или любой другой отдаленный от Казани город, собственно, с Казанью, нисколько от этого не увеличится. Потому что медицина сегодня распространяется, буквально со скоростью света. А если еще точнее, то со скоростью медицинских светил. А пациенты, они вообще знают, что их ведут такие светила наши? Они в курсе этого? Они в курсе. Это же тоже часть терапии. Да. В госпитале Актаныша сейчас всего-то 20 пациентов, но и среди них обязательно найдется такой, который потребует особого внимания. Вот этой бабушке, конечно, сказали о том, что за ее состоянием следят лучшие врачи республики из самой Казани. Но вряд ли она сейчас понимает, о чем и о ком вообще речь. Тех, кто спасает ее, она никогда не увидит. Они еще более невидимые герои этой войны, чем те, кто окружает ее сейчас. 2 раза в день. У нее тошноты, рвоты нет? Фавипиравир вызывает такие? Нет, таких не было жалоб. Это видеосвязь, практически ежедневная, с главным реаниматологом республики. А эноксапарина нет, поэтому гепарин, идет? Айнагуль Баилиева в Казани, а мы здесь, в Актаныше. И иногда виртуальный консилиум выглядит и так, если для решения сиюминутного вопроса достаточно и одного специалиста. Не потому, что вы хотите свалить с себя ответственность, Нет, знаете, нет. это не я предложил вот это Нет, делать. нет. Да? Получается, что в Казани все решают, а вы здесь исполняете. Нет. И вроде как с вас взятки гладкие, нет? Совсем не так. А как? Понимаете, все-таки 2 головы лучше. Там не только 2, но и 3. Особенно 7-8 голов. Да, конечно. Тем более это решается жизнь человека, понимаете? В том, что одна голова хорошо, а 7-8 голов лучше, наши медики убедились еще весной прошлого года. В тот самый момент, когда еще на заре эпидемии стало ясно, что ковид не грипп и вообще не болезнь органов дыхания только лишь, и родилась идея создания группы врачей разных специальностей. Например, каждый 5-й больной ковидом требует внимания от кардиолога. Осложнение с этой стороны либо уже есть, либо только предвидится. И даже сейчас, когда во всех госпиталях едва ли не самое спокойное время за весь этот год, главному кардиологу Татарстана Зульфие Ким не приходится откладывать телефон в сторону. Звонят из госпиталей со всей республики. Здравствуйте. День добрый. Да, все, спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Иногда, как видите, специалист говорит непосредственно с самим пациентом. Конечно, так лучше подчас. Но в большинстве случаев все-таки это столь необходимое второе мнение. А для этого должно быть и первое. Конечно, не со всеми такая связь, конечно. С кем-то, где более простые ситуации, мы можем общаться с докторами. Бывает же, что неотложная ситуация. Сегодня ночью мне были звонки, последний был около половины 1 ночи. Но ситуация неотложная, это нельзя отложить до завтра. Конечно, тут нужно было принимать решение здесь и сейчас. Если за рулем, нам приходится парковаться, отвечать на все вопросы, да. От этого же может зависеть жизнь человека, поэтому невозможно уж остановиться. Александр Андреевич едет в машине, выходишь на консультацию, он говорит: подождите немножечко, я сейчас доеду или остановлюсь на светофоре. В любое время дня и ночи, если есть тяжелый пациент, они тут же откликаются. Это не привлечение? Нет. У меня были такие случаи, когда поступает ночью пациент очень тяжелый, и я его в 5 часов утра выставляю на ВИР. И в 6 часов утра мне уже дают ответ.
Елабужский госпиталь не самый маленький и не самый отдаленный. И специалистов, казалось бы, хватает, хороших специалистов. Но и тут то же самое правило. Одна голова хорошо, а консилиум лучше. Вот этот непривитый, кстати, пациент от нас узнает о том, что спас его не его величество случай или госпожа удачи или легкий ковид, а спасла его наука. Люди науки, которые помимо ежедневных виртуальных консультаций успевают еще быть на ее острие. Потому что ведь надо посмотреть, обструкция или рестрикция. Потому что если есть обструкция, можно и ГКС ДДБА назначать. Эти пациенты выздоравливают и уходят. Не все знают, кого благодарить, но сегодня узнают многие. Да, да, конечно. Мы чем можем помочь? Что он получает сейчас? ЦРБ его какой? Фибриноген, ЛДГ? Вот он, редкий кадр, когда можно увидеть их вместе. Не всех, конечно, но большая часть сейчас здесь, в РКБ. Теперь уже все реже, но бывает такое, когда за одним реальным, а не виртуальным столом можно увидеть главного республиканского пульмонолога, главного кардиолога, главного инфекциониста, главного реаниматолога и главного терапевта. Суточная преднизолона не больше 90. Ну, Катя же вчера тоже сказала, лошадиные дозы идут после такой массивной интерлейкиновой терапии. Вы у него ростите сейчас бактериальные во все дела. Все реже такое бывает по той простой причине, что консилиум действительно стал виртуальным. Нет необходимости и нет времени собирать целое совещание, если все можно решить за минуту онлайн. Когда появился ковид, возникла необходимость оперативного реагирования. И так все началось здесь, сначала отсюда. Потом стало понятно, что не справиться. Нужно выходить в режим онлайн с мест. Каждый специалист не может каждый день ехать сюда. Мы вышли в системы визуализации друг друга, где работали вживую. Мы все так сработались, иногда у нас там бывают столкновения в пространстве. Каким образом? Мы синхронно выходим. И потом друг другу по WhatsApp вот такой жест посылаем. Потому что тик в тик до дозы все совпадает. Разница в 1 минуту реагирования. Понимаете? То есть настолько мы сработались уже в консилиуме. Врачи вначале были в растерянности. Мы все были вначале в растерянности. А сейчас уже, конечно же, картина другая. Образовательную технологию виртуальный консилиум выполнил, задачу образовательную. И ту информацию, которую мы получали из разных центров, из публикаций, из конференций, сразу же могли передавать друг другу эту информацию, обмениваться. Возник опыт врачей. Произошел просто скачкообразный рывок вперед в понимании, в знании, в целом тяжелой патологии, которой страдает человек во время ковида, безусловно. И мы совершенно спокойно, вот сейчас у нас была видеоконференция с инфекционной больницей города Набережные Челны, мы совершенно спокойно делегируем уже полномочия даже без согласования решений. Роль в данном случае телемедицинского консилиума, она, конечно, даже, может быть, в какой-то степени сравнима с военными условиями, когда вот квалифицированная или специализированная помощь, она подходит прямо непосредственно к условиям первой линии, да, вот, боевых действий. Знаете, где бы вы ни были, на сколько бы километров вы не отъехали от Казани, в прошлом вам побывать все же не суждено. Они всегда будут рядом, и виртуально, и здесь, и сейчас. Герои года – вся эта система. Система, в которой нет пустых разговоров. Система, которая спасла тысячи жизней. Мы говорим без преувеличений. Тысячи жизней. Эти герои, возможно, лишь самые невидимые, но самые главные по должности, по компетентности и по самоотдаче. Знают ли о нашей работе население? Я думаю, особо-то и не знает просто. А зачем им это знать? Есть бойцы. Мы вообще анестезиологи, реаниматологи, бойцы невидимого фронта. Нас никто не помнит, да и никто и не хочет помнить. Поэтому специфика моей специальности такова, что меня пациенты могут и не знать. Да нет, это не обидно. Вы знаете, медицина такая специальность, что не всегда благодарная, даже, наверное, чаще неблагодарная. Но много лет работы, я работаю 34 года, и я философски отношусь к этому. Самое главное, что должно быть такое внутреннее удовлетворение результатами своего труда.
каждый несет свой крест. Вот звонишь и говоришь: слушайте, вот мы тогда-то вот это одобрили. Что там? Живой. Слава Богу. И идем дальше. Михаил Любимов, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней.